Еще одна вещь, о чем я сегодня хочу поговорить. Мы говорили с вами о том, что Бог говорит с нами через дары. И существует 3 типа даров. Помогите мне, пожалуйста, назовите 3 типа даров. Дары Отца, что это такое? Бог дает всем какой-то талант. Обязательно. И это встроено чаще всего даже в наш характер. И даже, я по-другому сказал, на основании этих даров развивается наш характер. Второй тип даров какой есть? Дары Иисуса – это что? Пятигранное служение. Можете перечислить быстро? Знаете, хорошо быть служителем обученной церкви. И еще у нас есть 3 тип даров. Пожалуйста, сколько их? 9, все не будем перечислять. Поставь нам слайды, пожалуйста, с 1 по 3. Первый слайд. Когда мы говорим апостол, пророк, пастор, учитель, евангелист, это то, что записано Ефесянам, это местописание, Ефесянам 4 глава. Там написано про Иисуса, что Он тот самый, который пришел и дал дары человекам. И одним Он дал быть апостолами, другим пророками, 3 проповедниками радостной вести или евангелистами, 4 пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа. Ефесянам 4:11, 4:11-12. И там еще есть несколько мест Писания, мы сейчас придем к этому. Когда мы делали этот слайд, и там апостол, пророк, евангелист, учитель, пастор. Нет? Что-то я где-то сбился. Я вообще хотел в разброс это написать на слайде, потому что каждый из них, он поставлен Богом не по уровню крутизны. Вот апостол самый крутой дядька. В харизматической церкви, знаете, одно время такое движуха началась. Вот пасторы больших церквей, они стали все апостолами почему-то. Апостол – это вообще другой человек. Но их крутизна не в том порядке, в котором они написаны там. Их крутизна в их действии в правильное время, в правильном месте. И для церкви должны все 5 даров сегодня восстать, воскреснуть. Мы сегодня требуем, или мы сегодня востребуем все эти дары для церкви, чтобы в полноте было апостольское служение, пророческое служение, служение евангелиста, служение учителя и пастыря. Когда мы говорим дальше о дарах Отца, дары Отца – это то, что Отец вложил в нас с самого рождения, даже когда мы еще были неверующие. И вот здесь очень быстро, если пробежаться, это из Римлянам 12 главы, 7 пунктов. 12 глава, 6 стих. «И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с данной ему верой. Если это дар служить другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Если это дар ободрять, пусть ободряет. Если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро. Если это дар начальствования, пусть будет усерден. Если это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем». Римлянам 12, 6-8. Верни нас, пожалуйста, к слайду, где перечисляются все эти дары. Второй слайд. Пророчествующий, слуга, учитель, вдохновитель, даятель, начальствующий и благотворитель. И 3 тип даров. Я почему сейчас все это делаю? Мы сейчас некоторый интерактивчик покажем. Мы покажем, как эти дары, они действуют, но не одна просто группа даров, а именно как это все действует в комплексе на одном человеке в разные периоды времени. Итак, существует, это из 1 послания Коринфянам 12 главы, существует как минимум, верни обратно к слайдам, пусть потом прочитают. Это у нас вставят монтеры, да, на YouTube, это место Писания. 1 Коринфянам 12 глава, 4 стиха. Существует пророчество, разные языки, истолкование языков. Почему это мы 3 дара отделили? Кто может подсказать? Это дары говорения, да. Их можно подразделить под одну подгруппу, дары говорения. Следующее – это слово знания, слово мудрости и распознание духов. Это что за дары? 3.
Дары откровения. И дары силы, это дары исцелений, дар веры и дар чудотворения. Я хочу сегодня показать, как вот эти вот три разных типа даров, дары Духа Святого, дары Отца и дары Иисуса, могут работать в одном и том же человеке просто в разное время жизни. У нас вот возьмем три фазы развития человека. У нас есть три Даника, как минимум, здесь в этом зале. Хочу вас всех позвать. Три Даника. Три фазы развития человека. Кто из вас самый старший? Ого, давай, надевай свои очки, важные, ты важный, в очечек. Давай, по красоте. Где очечи? Нету очечей. Ладно, без очечи. Ты вот здесь. Да, ты не. Пойдем, Дань, ты самый младший, ты вот здесь. Situation, смотрите, старшему потом. Вот Даник. Это как бы один Даник, Дегтярев, если с твоего позволения назову твою фамилию, уже назвал, так что... Вот он молодой. Сколько тебе лет сейчас, Дань? А тебе сейчас сколько, Дань? Вау, да, как-то получилось у нас. Но это разные периоды жизни. Вот он, время до, скажем так, до уверования, время, как он родился, он маленький ребеночек, и в нем проявляются, покажи нам, пожалуйста, дары Отца. В нем уже на тот момент проявляются дары Отца, это, другой, 7 штук. И в нем проявляются определенные, знаете, вот склонности, можно так сказать. Или черты характера, задатки определенные. Например, куда бы он ни приходил, он начинает, вот так как у него дар начальствующего, он начинает всех строить в песочнице, начинает говорить, так, ты, вот это вези, ты вот здесь копай, ты вот эту машину туда двигай. Еще с самого детства этот человек с задатками что-то, знаете, вот чем-то управлять. Хорошо, пусть будут черты темперамента, исправимся. Вот у него такие черты, задатки. И знаете, когда он приходит ко Христу, эти задатки, они начинают соприкасаться с помазанием Божьим, с Духом Божьим, который поселяется внутри него. И эти задатки начинают все больше и больше в нем проявляться и оживать. И он начинает молиться. Вот он молодой человек, ему 18 лет, он уверовал. Он начинает молиться: Бог, я хочу зарабатывать деньги. И Господь ему дает идею, откровения, открыть компанию. Так как у него есть дар начальствовать, он открывает, работает руками. Например, какую компанию открываем? Обустройство праздников. Давай, как это правильно сказать? Обустройство. Проведение праздников. Модное. Ивент-агентство. Давайте, ивент-агентство. Он сам, знаете, сначала веселил детей, он сам там управлял детьми, да, он мог объединить, он мог их там куда-то направить. Знаете, детей направить на быть нереальным начальствующим. Вот он, ивент, компанию открывает. Что с ним происходит? Он начинает двигаться в определенных дарах. Он начинает двигаться, и это в том числе дар от Бога. Он способен, он, например, получает откровение, и он способен начать бизнес, и он способен этот бизнес развивать. И потом смотрим везде, Daniel Event Company по всему Бишкеку, Кыргызстану, в Узбекистане, в России. Это люди, которые с дарами, они способны что-то развивать, двигать. Понимаете, да? Потом, так как он стал верующим, он получил крещение Святым Духом, на нем особенным образом, к примеру, работает дар распознания духов. Что это такое? Это когда ты понимаешь, что там в сердце человека. Знаете, это вот вроде бы задатки какие-то, он в этом двигается. Или, например, слово мудрости, у него от Бога какие-то идеи приходят, как идти, куда идти, что делать, каким образом. Это все от Бога. И вот здесь, знаете, он может остановиться. Он может просто на этом остановиться и стать классным бизнесменом. И двигаться в этом даре. Но Даня пошел дальше, он подрос. Со временем он стал понимать, что этот дар, он должен работать еще и на развитие Царства Божьего. И подросший Даня получает откровение, что аллилуйя, я же могу быть крутым администратором в церкви, разводить всякие разные вопросы администрирования. По-библейски это диаконы. Диакон – это человек-администратор, человек, способный управлять деньгами, управлять людьми, создавать какую-то движуху.
у него дар начальствующего, у него есть слово знания работает. И он начинает двигаться в этом даре. Он начинает что-то делать в церкви, он начинает что-то делать в служении. Ему говорят, слушай, давай ты будешь праздники организовывать там на Пасху, на Рождество, на молодежку, будешь какие-то праздники делать. И он уже свой талант не просто для зарабатывания денег использует. Хотя, знаете, есть категория людей, которых Бог призвал вот к этому уровню. И они хороши даже там, где они находятся, не служа в Царстве Божьем, потому что это могут быть благотворители, это могут быть люди, там, например, очень крутые начальствующие, которые открывают рабочие места и помогают, например, очень многим людям, да, зарабатывать деньги, христианам зарабатывать деньги. И это тоже своеобразное служение Богу. То есть кого-то Бог призывает на этом уровне остаться, а Даню Бог дальше призвал, чтобы он в церкви двигался. И вот он, знаете, такой человек, который молится, ищет Бога, он администратор в церкви. У него уже, к слову, мудрости начинает работать, какой там дар еще? Дар Духа Святого какой-нибудь работает, начинает, плюсом. О, да, дары исцеления, он ревновал об этом, потому что каждый раз какие-то благотворительные обеды проводят, там приходят люди больные, и он ревновал, и он говорил, хочу молиться за этих больных. И он, знаете, похож на того диакона из Деяния апостолов, которых поставили, да, для того, чтобы они о столах заботились, а это были ребята с большим помазанием. И он начинает служить этим людям, он начинает молиться за больных. И потом однажды он получает откровение в своей жизни, что ему надо уехать в Тегеран и начать большую, я не знаю, большую библейскую школу и начать церковь. Вот ему там уже ко скольки годам, да? К 40, да? В 22 рано, в 23 тоже, наверное, рано в Тегеран. В 30, в 40. 40, Даня. Ой, что так долго? Вы молодые все такие, прямо сейчас все хочу перевернуть вместе с Тегераном. Все в свое время должно происходить. Знаете, этот рост постепенный происходит. Он из Дани бизнесмена перерастает в Даню, который служит внутри церкви. И да, он продолжает быть бизнесменом, он кончает деньги на этом, сам благословляется, благословляет других этими деньгами. Он еще по ходу высвободил дар даятеля, потому что у него уже столько денег. Он думает, куда бы мне эти деньги не просто инвестировать. Есть модное такое понятие, инвестируй бабки, в конце своей жизни будешь богачом. А этот человек, он с задатками Царства Божьего, он говорит, я в Царство Божие буду инвестировать. И он вкладывает во что-то, что служит для развития Царства Божьего. И потом приходит ему 40 лет. Ну, борода уже такая, здесь такая, заметьте, да, маленькая борода. Ты прям знал. Здесь такая борода вот такая, а здесь уже такая 40-летняя борода. Да, здесь гладенький, здесь маленькая бородка, здесь 40 лет уже. Все, и он понимает, что ему приходит время для того, чтобы двигаться. Он понимает, что он служил, он совершал. И этого человека, ему говорят, Дань, вот у тебя такая страсть к арабам. Ты этих арабов везде находишь в Бишкеке. Куда бы ты ни пошел, везде с арабами общаешься. Через тебя уже 12 арабов покаялось. В нашей церкви сидят, по-арабски тарахтят. Пока не сидят, поэтому, Дань, где арабы? Поэтому пока арабов не будет, не надо тебе. Все, приходит время, и его церковь берет и говорит, он приходит, например, в церковь и говорит, я чувствую. Ребята, которые в церкви управляют церковью, они поклоняются Богу, они ищут Бога, они тоже чувствуют. И у них совпадает откровение. И они берут этого бывшего диакона и отправляют в Тегеран. Кем он становится? Апостолом. Этот человек становится посланным на особенное дело Божие. Открывать церкви, расширять Царство Божие. И знаете, чем больше он ревнует потом о дарах, в нем начинают проявляться, например, дары все больше и больше, там, дар веры начинает проявляться, начинает проявляться там пророческий дар, этот человек начинает двигаться в слово знания, он приходит на какое-то место, и он понимает, что было здесь сегодня, что было здесь вчера, что было здесь час назад, и как помочь этим людям. Он начинает двигаться все больше и больше в этих дарах. Знаете, я почему эту схему показываю? Вот это вот все, это рост. Человек должен с чего-то начать. С чего-то начинается твое движение в дарах. У тебя есть дары Отца, это уже то, что вложено до того, как ты пришел к Богу. Они есть, эти дары. Ты просто можешь их не знать.
Когда ты приходишь к Богу, ты начинаешь молиться, поклоняться Богу, это помазание, оно как будто бы оживляет внутри тебя заложенные задатки, и тебе хочется заниматься чем-то, соответственно, твоему призванию. Ты видишь бомжей, и тебе прям охота этих бомжей как-то накормить, послужить. Это внутри тебя начинает проявляться, это дар милосердия. Ты видишь, к примеру, там людей, которые ходят понурые, а внутри тебя такое счастье, и тебе прям охота их вдохновить. Ты находишь таких людей: братан, вставай, давай, ла-ла-ла-ла. Ты что-то говоришь такое невероятное или наоборот простое. И человек после общения с тобой с такими глазами. И что самое интересное, кто-то призван остаться на этом уровне. Быть бизнесменом, быть даятелем, быть человеком, который в этом развивается. А кто-то призван пойти дальше. Кто-то призван, например, быть человеком, который управляет церковью или, например, находится в управлении церковью. При этом у него бизнес может быть свой. Кто-то дальше призван идти. И это вещи, которые мы решаем с Богом. Это вещи, которые работают как в связке. Они работают, дополняя друг друга, они работают как одно что-то целое, одно что-то общее. Призвание апостола, пророка, евангелиста, учителя и пастора – это особенное призвание на определенных людях. Оно не на всех. Дары Духа Святого, например, которыми мы можем сегодня пользоваться. Эти дары, они сегодня для всех крещенных Святым Духом. Потому что когда мы были крещены Святым Духом, Дух Святой заехал со всем своим багажом в виде 9 даров Святого Духа и силы Божьей. Поэтому сегодня мы все можем пророчествовать, мы все можем истолковывать языки, мы еще об этом поговорим. Но вот так, примерно вот так в связке действуют эти дары. Не все апостолы. Мы не будем сейчас трогать там пророка, учителя. Не все администраторы церкви, но у каждого однозначно есть начатки, заложенные в нас. И нам надо сегодня увидеть эти начатки, двигаться в этих начатках и помочь этим дарам ожить вместе с Божьим помазанием. Это то, к чему призвана вся церковь, каждый человек, сидящий внутри церкви. Бог, я еще раз напоминаю, не делает из одного человека звезду, а остальные просто пришли подсмотреть, чем там звезда занимается. Бог сегодня каждому вложил дары. И моя ответственность сегодня молиться и ревновать об этих дарах, о том, чтобы эти дары проявлялись, о том, чтобы я понимал, куда мне двигаться, куда мне идти, чтобы я понимал от Бога и имел слово от Бога, что мне сегодня делать в Царстве Божьем и делать с Богом. Все мы очень разные, и у каждого из нас есть что-то свое, какое-то свое направление. Кто-то в Тегеране окажется, кто-то всю свою жизнь проживет, управляя там церковью в Бишкеке, кто-то будет развивать свой бизнес. Или, например, кто-то будет расти и в конечном итоге уедет открывать церкви. Это все по-разному, но это твои отношения с Богом, в которых ты ответственен слышать, понимать и двигаться. Скажи на это аминь.